Чё вам надо, Артес? Россия многонациональная страна. Я, например, чистый коми. И в этом видео мы разберемся, кто такие коми. Посмотрим наряды у коми-девушек, послушаем одну малоизвестную коми-легенду и ответим на вопрос, кто такие коми. Кстати, с этого места начинался строиться город Сыктывкар, столица республики Коми. Желаю приятного аппетита и просмотра. Коми-земля богата растительностью. Даже в городе мы окружены природой. Зачастую мудрые коми-мастера расписывали предметы быта и одежду с использованием отдельных деталей растений. И все мотивы мы видим на вышивке – это растительные. Растительные мотивы были не только в каких-то вышитых узорах, но и, естественно, в домовой росписи. Вот сейчас мы находимся в крестьянской избе верхневычегодских коми. Вот эта атмосфера дерева, это атмосфера домовой росписи, атмосфера особенных углов, знаковых предметов, она моментально погружает в совершенно другой мир. Здесь мы видим целый комплекс, который называется очень так лирично «кыем-вием». Парню нужно перейти все преграды, которые устраивают девчонки, и поймать платок. Если он поймает платок, значит получит поцелуй от девушки. А если нет, засмеют парни и девки всей деревни. Мы видим целый спектр одежды южных коми. Здесь мы видим сысольскую одежду, верхневычегодскую одежду, сарафанные комплексы. Здесь представлена уже совершенно другая этнографическая группа коми – коми-ижемцев. И здесь мы видим совершенно другие ткани. Здесь ткани покупные. Это парча, атлас. Отдельное внимание уже стоит обратить на одну шаль. А еще здесь мы видим невесту, ижемскую невесту. И на голове тот самый красивый, дорогой головной убор, который одевали раз в жизни. Это юрной. Еще здесь представлен ряд очень интересных, красивых сумок женских, которые называются патко, вот они, большого размера, и тучу. Выполнены они в технике меховой мозаики. Все, что вы услышали про коми-одежду, это лишь малая часть. Посетите этнографический музей лично и узнайте больше. Сейчас там есть интересная экспозиция про коми-свадьбу. Ну а пока я иду к следующему спикеру, посмотрите нарезки из ижемского праздника Луд. Это Ягморт. Это ижемский герой. Жил Ягморт на берегу реки Кучи, приток реки Ижма. Про него даже делали спектакль, в общем, достаточно известный. Пера и Зарань тоже известные в мифологии личности. Еркапи, его волшебные лыжи, многие тоже слышали. Вот, например, мне кажется, не все знают, что был такой легендарный тоже герой мифологический, называли его Юрка. И жил он в Карткеросском районе, недалеко от села, или же в самом селе Маджа. Конечно, печальная история, Юрку, в общем, свои односельчане убили. Еще тоже в Карткеросском районе есть такая мифологическая героиня Кыз-Ирин. Про Кыз-Ирин я очень искала много материала и нигде не могла найти. Но в иллюстрациях Мошева есть. Вот у меня любимая книжка, тут есть много разных историй. И я, например, хочу перейти сейчас немножко рассказать о своих ижемских историях. Ведь сама я с Ижемского района и очень люблю свою культуру, традиции и пытаюсь что-то каждый раз новое узнавать. Например, следуя традициям, я сегодня сижу на белой оленей шкуре. Раньше выдавали невест именно на белой оленей шкуре замуж. Также на мне, например, старинный платок. Ижемцы называют это сырья. Это одних из достопримечательностей, мне кажется, Ижемского района. Такая красота сохранилась у нас и передается по женскому поколению из поколения в поколение. Также я бы хотела вам рассказать вот одной из коми-легенд о ком-то Мартин, босой Мартин. Он был очень большим, сильным,
Он всегда берег свои сапоги, носил на руках. Я так думаю, наверное, потому что большого размера сапоги были редкостью, и он берег их. И также он был очень здоровым, и даже пишут в легендах, что под ним лед плавился. Настолько он был горячим мужчиной. Коми-одежду мы рассмотрели, коми-легенды послушали. А кто такие коми-то? На этот вопрос мне ответили в финно-угорском центре. Ученые отмечают появление предков коми. Это второе тысячелетие до нашей эры. А на территории современной республики Коми предки коми появились в первом тысячелетии до нашей эры. А ныне коми живут, конечно же, на территории республики Коми, в Пермском крае, Кольском полуострове, в Ямало-Ненецком округе, Ненецком округе, Западной Сибири. По происхождению этнонима коми выявляют несколько версий. Самые популярные — это две версии. То, что предки коми жили на реке Кама, человек, который жил на реке Кама, коми-морт переводится. Вторая версия — это ком, слово ком означало морт, человек. То есть вот такие две основные версии. И хочу еще добавить, что коми-язык, коми-народ входит в большую семью уральских языков. Уральская семья языков, куда входят финно-угорские и самодийские народы, также подразделяются еще и внутри. И самые близкие по языку для коми — это, конечно же, коми-пермяки, и дальше это удмурты. То есть мы практически их можем понять. У коми-языка и венгерского языка такие схожие слова, скорее всего, это уже старинные слова. Это, например, серебро. У коми «эзыш», у венгров «эзышт», «т» на окончании. Например, это кровь. У коми и у венгров одинаково звучание, произношение «вир». «Вир». Также «мы». У коми и венгров «ми». Но это лишь несколько слов я озвучила, много слов мы нашли схожих. Коми они откуда пришли? Все в основном это предки пришли с Урала. С Урала, да. В твоих руках книгу держите, может, литературу хотите посоветовать? Да, это литература нашего финно-угорского центра, это справочник «Финно-угорские самодийские народы в многообразной России». И здесь можно узнать много интересного о финно-угорских и самодийских народах. Также очень много литературы на нашем сайте finougoria.ru, и на других, конечно же. Можно много литературы узнать и не только о финно-угорских самодийских народах, но и о коми в библиотеках. Вот я хочу назвать несколько изданий, где можно узнать историю о языке, о происхождении коми-народа. Вот я даже хочу зачитать, чтобы не это. Да. История коми с древнейших времен до современности, коми-край очерки в 10 веках истории, история коми. И в основном это, конечно же, научные издания наших ученых, которые работают, доклады, которые работают в нашем научном коми-центре. Благодарю за просмотр. Надеюсь, это видео вам было полезным. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Еще хочу поблагодарить всех спикеров, что не отказались и приняли участие в моем видеоролике. Бомбим!